Салем, друзья! С вами адвокат Таир Насханов. И сегодня я хочу с вами поделиться теми юридическими ляпами, которые я вынужден был лицезреть при просмотре отечественного сериала «5.32». Ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал. А если есть комментарии, пишите внизу ролика. Итак, посмотрел я недавно перед сном отечественный сериал 5.32. Лучше бы не смотрел, ей-богу. Теперь своим долгом я считаю предостеречь друзей от его просмотра. Короче, фильм про маньяков-убийц, которые орудовали в 90-е годы и милиционеров, их ловивших. Однако сценарий был написан человеком очень далеким от темы. Начинается фильм с того, что молодой милиционер представляется алкашу, бывшему милиционеру в Бичхате, следователем по особо важным делам уголовного розыска. Ну, это примерно так же, как если бы человек представился поваром посудной лавки. Понятно, что повар — это одно понятие, посудная лавка — это другое. Так и здесь. Следствие занимается расследованием уголовных дел, а уголовный розыск — раскрытием преступлений. Это совершенно разные службы со своими задачами и спецификой. И этот персонаж еще и бросает материалы уголовного дела на пол притона и уходит. По полу валяются цветные фотографии с осмотра места происшествия, которые, кстати, должны быть подшиты к делу. Не соответствует притон и внешнему виду бывшего милиционера. Судя по окуркам, бутылкам на столе и в комнате, он должен был бухать беспробудно как минимум дней 5 и выглядеть соответствующе. Но, увидев злосчастные снимки, поведение его меняется, взгляд становится осмысленным. Но самое главное, что волосы у него чистые и фейс не помятый. И еще, дело, которое включает 8 эпизодов убийств, это тоненькая папка. И когда он спрашивает у молодого человека, а зачем понадобилось его тревожить, то выясняется, что ему будет поручено допросить подозреваемого. Как может гражданское лицо допрашивать кого-то по уголовному делу? У нас по закону это может делать только тот, в чьем производстве находится дело. И это только несуразности первых 8 минут фильма. Дальше тоже не лучше. Осмотр места происшествия производится без понятых, без составления протокола. Непонятно, кто следователь, кто эксперт-криминалист, так как мужик с фотоаппаратом на шее и похожий на эксперта при этом ведет себя как следователь. А девушка в перчатках, которая похожа на эксперта, она вообще непонятно чем занимается. Например, она опрашивает свидетелей, она ведет оперативную деятельность, она записывает то, что с умным видом изрекает товарищ, который мотается с фотоаппаратом. Отпечатки пальцев снимают с мокрой бутылки, которую достают из реки. Но, увы, это невозможно. Потажировых наслоений там просто нет. И еще, есть сотрудник по имени Шалкар, который якобы работает в спецотделе. Но такой отдел мог существовать только в воображении сценариста. В реальности его нет. Кстати, мы это узнаем со слов его начальника, который сообщает, что есть дела и поважнее, и ОПГ убивает по 200 человек. Поэтому типа нет времени заниматься маньяками. Я не буду продолжать дальше. И так все понятно. Очень жаль, что наш отечественный кинематограф деградировал до уровня таких сериалов, где люди говорят на непонятном,
нецензурном языке. Но самое печальное, что они показывают необразованных и малограмотных сыщиков 90-х годов. А ведь это неправда. В те годы следаки и опера были образованными и умными. И именно поэтому они тогда сломали хребет организованной преступности. Но родине они не были нужны. Вначале ликвидировали 6-й отдел по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Потом ГСК, и поехала череда реформ, из-за которой многие толковые кадры ушли из органов. Но это тема другого ролика. На этом пока все. С вами был адвокат Таир Насханов, бывший начальник отдела по расследованию особо опасных преступлений МВД. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой YouTube канал.